по натуре человек северный, поэтому у меня не было вопроса ехать на юг или на север. Сказал, только на север. У меня еще такая ситуация была, мне буквально с нуля приходилось жизнь начинать. Приезжая в какую-то местность, в нее входишь и хочется какого-то развития. То есть вопрос зачем? Просто сбежать, но это как бы не совсем наш вариант. Да, в нашем случае, конечно, хотелось именно создать что-то. У нас были здесь 2 столкновения с сельхознадзором. Были они, нашли способы. У нас была мечта перебраться на землю. И искали домик, так сказать, домик мечты. Объездили всю Ленобласть, смотрели Новгородскую область, добрались до Псковской, вот так дальше все от Питера выбирали. Наверное, в течение 5 лет мы ездили. По объявлению видели вот именно этот участок, который продавался вместе с сельхозугодьями. 8 гектар было. Когда мы посмотрели этот участок, увидели эти дубы, просто уже не размышляли, зачем нам эта земля сельхозугодий, для чего, что дальше. Мы их просто приобрели. Получили извещение о проверке, которая назначалась буквально за 4 дня до Нового года. И это была проверка почвы. Какая может быть проверка почвы, использование почвы зимой вообще? Вот уже этот факт уже говорил о том, что это был какой-то заказной характер. Настроенные, проверяющие, очень предвзято. Они не смотрели факты использования, а просто говорили о фактах неиспользования. И потом нам открытым текстом сказали, надо дружить с соседями. Приезжая сюда, люди получали какое-то впечатление, которое, может быть, они в городе бы и не получили. Потому что здесь же можно творить, именно с учетом того, что ты на земле находишься, да, там, и люди, которые творят, они именно здесь, потому что для них важна эта связь с землей.
на мой взгляд, самое простое решение – это вот сделать вид разрешенного использования гостеприимства наземных сельхозтоварищений точно так же, как садоводство, там, животноводство, пастбище там, ну и так далее. Раньше было поле, оно когда-то в свое время засевалось, сажалось, а потом просто оно зарастало ковылем, бобылем. А потом вот Алексей Владимирович, когда тут стали распродавать, они взяли и решили посадить сад. Ну, он сам выращивал эти яблоньки, он привозил из семечка, выращивал. По-моему, придешь, у него много ящик стоит, а там эти стаканчики. Много, в каждом вот такие маленькие яблоки. Вот. Да, сажал он эти, и потом помогали ему, конечно, сажали. Но, конечно, силы уже иссякали. Вырежут все эти яблони и начнут какие-то культуры сажать. Или не начнут. Или не начнут вообще. Или не знаю, как это объяснить. Ну, просто зачем все это делать, пока непонятно. Непонятно просто. Это нам непонятно. Кому нам непонятно. Ну, вернее, кому-то понятно.